Анализ поисковых работ на нефть и газ показал реальную возможность выявления в Коми новых месторождений. Об этом в интервью журналу «Нефть и капитал» рассказали специалисты Тимано-Печорского научно-исследовательского центра Николай Никонов и Андрей Куранов. В ряде ресурсных районов существующие оценки они назвали заниженными и требующими внимания. Это особенно важно сейчас для Вуктыла и Инты. В первом дела идут очень даже неплохо, но поводов задуматься о будущем все-таки достаточно. В Коми успешно ведет добычу «Газпром» в лице его южной дочки «Газпром-добыча Краснодар». В 2013 году она начала работу на Вуктыльском газоконденсатном месторождении, одном из старейших в России. Газ с него поступает для переработки на Сосногорской ГПЗ, появившейся в Коми еще в 1941 году, после эвакуации из Адыгеи цеха по производству канальной сажи. Сегодня Вуктыльское месторождение, начало освоения которого было положено в 1968 году, характеризуется высокой степенью выработки – около 85%. А для Инты, как бывшего угольного моногорода, запуск новых месторождений – это возможность на перерождение в новый газовый моноцентр. Шансом на спасение здесь давно считают Тимано-Печорскую газовую компанию. Геологические работы на территории муниципалитета она ведет с начала десятилетия, и к моменту подписания соглашения о сотрудничестве с правительством республики на прошлогоднем Петербургском экономическом форуме в проект было уже вложено более 5 миллиардов рублей. Само строительство комплекса по добыче газа на лицензионных месторождениях Интинского района здесь намечено на 2018-2022 годы. Естественно, в наших планах в обозримом самом ближайшем будущем организовать добычу углеводородного сырья. Что касается переработки, это более длительный процесс ожидания, поскольку это требует серьезных затрат. В том же случае позвольте поблагодарить губернатора за ту помощь, которую оказывалась до этого и, надеюсь, будет оказываться в поиске стратегического инвестора, который эта задача на сегодняшний день является самой главной. На момент заключения соглашения было получено положительное заключение главгосэкспертизы на врезку в систему магистральных трубопроводов Баваненкова-Ухта. Далее была подана заявка на создание в Инте территории опережающего развития, что позволяет претендовать на бюджетное финансирование. Ожидается, что Минэкономразвития России рассмотрит вопрос до конца года. Удивительную стойкость, по мнению экспертов издания, наша республика демонстрирует и в нефтедобыче. Лишь в прошлом году из-за решения ОПЕК добыча ресурсов снизилась после устойчивого роста с 2000 года. И вот в первой половине 2018-го новый скачок на 3%. Коми, конечно, обоснованно считается вотчиной Лукойла. Он доминирует у нас почти 2 десятилетия. Лукойл Коми занимает второе место по объему добычи среди дочек холдинга. Причем на нашей территории компания активно занимается еще и переработкой сырья. Потенциал здесь не исчерпан. В марте руководство Ухтинского НПЗ, например, заявила о готовности нарастить производство дизеля до 1 000 000 тонн в год. И, кстати, именно Ухту Вагит Аликперов упомянул на Дне инвестора в Лондоне. Многих наших акционеров волнует Ухта. И нас она волнует. Все им по Ухте, кроме того, что мы смотрим, как оптимизировать затраты и сформировать рынок, но Ухта станет одной из точек, которая обеспечит весь крайний север. Потому что принято решение, инвестиционное решение строительства моста через Обь и дать выход на Западную Сибирь через Уренгой. И весь конденсат практически, который Новотек и все остальные производят, пойдет по этому северному, так называемому маршруту. И хотя основную долю нефтедобычи в республике 90% сегодня представляют Лукойл Коми и Северная нефть, удивительным образом развит у нас и так называемый независимый сегмент. Крупнейшим игроком является группа компаний Nobel Oil, Колванефть и Нефтуз. Еще одним заметным участником на рынке считается One Oil Management. В 2015 году в нее вошли компании Речер Коми, Печора-нефтегаз, Косью нефть и другие. Но каждая из них работает абсолютно цивилизованно, говорят эксперты. Оттого можно сказать, что в Коми сложились определенные правила поведения. Надо особо подчеркнуть, руководители «Лукойла» всегда отмечали, что небольшие частные компании неполного цикла, то есть без НПЗ, имеют свои компетенции по разработке мелких месторождений, экономически невостребованных крупными вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Да и руководство республики больше не предпринимает попыток дать преференции крупным игрокам, как это было в декабре 2006 года, когда Госсовет Коми принял закон о налоговых льготах в пользу «Лукойла». Тогда ФАС после обращения нашей ассоциации отменила этот закон.
По мнению Елены Корзун, региону стоит изучить опыт Татарстана, где проводится осознанная политика стимулирования и развития малых независимых нефтедобывающих компаний. Однако есть и второй важный фактор, влияющий на перспективы сегмента – федеральная налоговая политика. И с ней уже не поспоришь.